Стука в дверь не было. Было какое-то невнятное поскребывание. 5 утра. Я вернулся домой после выборов. День 19 декабря 2010 года закончился. Шла ночь 20 декабря. «Это за тобой», — сказала Марина. «Открывать будем или пусть ломают?» «Выломают. Тебе жить с выломанной дверью. Лучше открыть». Я начал подниматься. В преддверном тамбуре кто-то начал нетерпеливо подергивать ручку. «Сейчас!» — рявкнул я. «Подождите, халат накину». Накинул халат, открыл дверь. Едва не сбив меня с ног, в коридор влетели 7 в штатском. Фамилия, имя, отчество. Федута Александр Иосифович. Год рождения. 1964. Вы задержаны по обвинению в преступлении по статье 252 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Простите, не расслышал. Одевайтесь. Из спальни вышла Марина, с трудом успевшая привести себя в порядок. Может, вы дадите ему переодеться? Переодевайтесь при нас. Тогда отвернитесь. Еще успеете на него наглядеться голым. Гости заржали и отвернулись. Я переодевался, с трудом попадая в штанину ногой. Марина принесла лекарство. «Не торопитесь», — сказал один из гостей. «Принесете остальные завтра к нам». «Куда?» «В американку». Я был членом предвыборного штаба Владимира Прокоповича Никляева, большого поэта, которого сам же уговорил баллотироваться. После провокаций, когда группа лиц попыталась разбить стеклянные двери в Доме правительства, и наш штаб, и штабы других кандидатов сгребли и отвезли в американку. Американкой в Минске называют внутреннюю тюрьму КГБ. Первое построенное в 1944 году в разрушенном городе здание. Все были уверены, что меня не арестуют. Арестовали. Отвезли в американку. Здесь я снова начал писать стихи. Поэтому американские. А вы, читатель, думали, почему? Есть ли просьбы? Генерал был вежливо холоден или холодно вежлив. Я не знаю, как лучше это сформулировать. Да. Письма. Додавив окурок с такой силой, как если бы вместо окурка был диссидент, его превосходительство выдержал паузу. После чего сказал: «Я подумаю насчет писем». Письма в американку не доходили, из американки не выходили. Когда я спрашивал полковника Курлова, начальника СИЗО, почему я не получаю писем, тот ехидно улыбался. «Почта плохо работает, Александр Иванович. Очень плохо работает почта. Праздники, понимаете ли, не справляются». КГБ с нами справлялся, почта не справлялась. В этом и состояла сермяжная правда жизни.
Международный скандал из-за Нобелевской премии мира. Китай грозит разорвать дипотношения с Норвегией, в столице которой сегодня было объявлено о присуждении награды правозащитнику Лю Сяобо. В прошлом преподаватель университета, он уже 2 года как в тюрьме за попытку свержения государственного строя. Ледяной дождь сильно усложнил жизнь горожан. Улицы и дворы столицы превратились в каток, автомобили и деревья покрылись коркой льда. Мы тут голову ломали поначалу. Что вы за комиксы такие в письмах рисуете? Не понимали. Думали, шифр какой-то. Никакого шифра. У нас просто домашнее прозвище. Маринка Ежик, я Барбос. Вот я Ежиков и Барбосов и рисую. Ну, у них тут всякое бывало. У них, потому что следователь приехал на дело из областного центра. Их согнали со всей Беларуси. Таких было много, согнанных и получивших шанс. Один из них, кажется, из Витебска. Гродненцев ко мне старались не подпускать, от греха подальше. Даже попытался меня распропагандировать. «Вы что думали, против народа пойдете? И все вам с рук сойдет?» – рычал на меня витеблянин. «Да кто вы такие? Откуда вы все взялись? Что вы все для народа сделали?» И тут я не выдержал и заорал на него сам. «Это мы кто такие? Это вы кто такие? Деду Санникова на проспекте Независимости мемориальная доска висит. Он создатель Белорусского театра. Песни деда Ирки Халип вся страна до сих пор поет. Некляеву ваша же власть, ваша, была вынуждена премии давать, потому что лучший поэт, лучший. Мы строим социальное государство», – оторопело процитировал он белорусское телевидение. Чего? Социальное государство? Да вы про социальное государство моей теще расскажите, у которой в поселке на 2000 человек после референдума 1995 года баню закрыли и только перед референдумом 2004 открыли. Это социальное государство? Агрогородки. Чего? Занимался я до вас своими коррупционерами. Милейшие люди. Чего не скажешь о вас. Этот груз задержали на белорусско-украинской границе. Его везли 7 иностранных граждан. Все они работали инструкторами в радикальных организациях Беларуси. На допросах выяснилось, цель командировки – участие в беспорядках в Минске. На первый допрос к Буренкову меня повели уже из камеры. Поскольку подтяжки отобрали, чтобы я не повесился, а я никак не был готов к тому, что наручники застегнут у меня за спиной, то шел я с трудом, придерживая сзади сползавшие джинсы, чем вызывал дикий смех у конвоировавших меня контролеров. И когда я вошел в кабинет, где сидел мой подтянутый, улыбчивый, круглоголовый майор, и с меня начали снимать наручники, джинсы просто свалились. Майор захохотал и увидел мое лицо. Вероятно, мой взгляд не сулил ему ничего хорошего. Или просто ему стало стыдно. Но он перестал смеяться.
Светлана Ивановна, моя адвокатесса, осторожно сказала во время очередного допроса, пока следователь долбил клавиатуру компьютера, пытаясь увековечить ответ обвиняемого Федуты. Федута Александр Иосифович, 64-й. Место рождения Гродно. Образование высшее. Глаза Светланы Ивановны затянул романтический флер. Она представила себе, как ее все еще толстый подзащитный, лежа на своей шконке под одеялом, подрагивая от холода, читает вслух Гумилева. Когда у меня сломались очки, Бурьянков даже сделал то, на что не имел права. Он их починил, взял скрепку и прикрепил дужку. Дужку сломал я в очках. Обидно, досадно, ну ладно. Скрепкой ее прикрепил к оправе майор Бурьянков. Буду помнить всегда с благодарностью подвиг майора. В сталинские времена мог бы вторую сломать. А когда меня повели назад, в камеру, после допроса, Бурьянков попросил контролеров застегнуть мне наручники спереди. Что и сделали, единственный раз нарушив инструкцию. Впереди у нас было много допросов. Мы успели поздороваться, и Возняк сказал: завтра мы хороним Светлану Андреевну. Что с тобой? Следователь тоже испугался. Он успел только крикнуть на Возняка: «Вы с ума сошли!» и бросился открывать окно. Адвокат потом говорила мне, что я стал белым, и она думала, что у меня инфаркт. Майор метал, пытаясь найти лекарство. Не знаю, может быть, он и впрямь проникся ко мне какой-то симпатией. Собственно говоря, на этом запланированная очная ставка и закончилась. Дорогие друзья, свои поздравления я также адресую нашему меньшинству. Вы должны знать, ваше мнение нам не безразлично. Мы будем искать пути к вашим умам и сердцам, потому что это было еще до одиночки. Я стал пятым в четырехместной камере. До этого был в ней же шестым. Но нас разгрузили. Освободившееся место разыграли, и я со счета серфинга перекочевал на стационарную шконку, да еще на нижнюю. Я был самым старым. Мне было 46 лет. Эти годы, я уверен, были особыми. Ко мне обращались на «вы», и я обращался на «вы». Мне было легко. Я выкал даже своим школьным ученикам, возрастная разница с которыми составляла всего лишь 7-8 лет. А здесь следующему после меня Кириллу было 30 лет. Где мои 30 лет? В 1994 году, в году выборов первого президента Беларуси. Тогда казалось, что все пойдет по-новому.
Он приехал и сказал, ну что, вот с завтрашнего дня приходите ко мне и говорите, кто что хочет получить. Не плачьте, все нормально. Ну что, все будет нормально. Не расстраивайтесь. Я брал интервью у Тамары Винниковой. Она подробно описывала тогда американку, где сидела. По ее словам, камера напоминала ей гроб. И это тоже было элементом пытки. Мне камера гроб не напоминала. Я не собирался себя хоронить. Проще было представить себя матросом с подводной лодки, с которой рано или поздно можно выйти на берег. И мы все плыли и плыли. Частковае сонечнае зацьменне назіралі сёння жыхары Еўропы і блізкага ўсходу. Лепш за ўсё яно было бачнае на паўночным усходзе Швецыі. Маглі сачыць за рэдкаю астранамічнаю з'яваю і жыхары Беларусі. Ключевыми фигурами финансовых схем были, во-первых, Александр Федута, главный переговорщик со спонсорами, во-вторых, и в-третьих... Не создавайте инцидент! Камеру куда? «Завтра у вас будет очная ставка», — сказал Королевец. «С кем?» «С Некляевым. У вас расхождения в показаниях». «Какие?» «Не знаю». Ну, он просто никаких вообще показаний не дает. Говорит, стреляйте меня, раз я во всем виноват. Ну? Что ну? Ну и почему вы его не стреляете? Блядь, вы что, думаете, что мы в самом деле такие? А разве не такие? Много воды, Александр Ильич, с того времени утекло, много изменилось. Что именно, господин подполковник? А мы теперь сами не расстреливаем. Есть специально обученные люди. А ваш Прокопыч требует, чтобы мы его расстреляли, раз уж он во всем виноват. Обязательно мы сами. А он виноват. А я не знаю. Суд решит. Утром меня доставили в кабинет Королевца. Некляев и адвокаты, его и моя, там уже сидели. В последний раз я видел своего кандидата еще в статусе кандидата. В момент, когда его, избитого, с распухающим на глазах после удара, вшитым в перчатку переодетого мента кастетом, лицом, пытались уложить на носилки скорой помощи. А он, уже теряя сознание, еще мычал, сопротивлялся, пытался дойти до площади, которой он желал, на которую, собственно говоря, последние надежды и возлагал. Сейчас Некляев сидел передо мной, весь в черном, которое шло ему как траур, идет к лицу мстителю. Мы не сговаривались, но Марина накануне передала мне чистую одежду, тоже черную, так что цветовая гамма совпала. Прокопыч, как я понимаю, волновался ничуть не меньше меня. «Язепович, вельми рад убачиться». «Здзекваецеся, Прокопыч». «Чаму?» «Ну, рады убачиться. Тутака». «А мне ўсё роўна. Вы жывы, адносна здоровы, пачуццё гумара не згубілі. Гэта галоўнае». Некляев засмеялся и тут же погладил лицо рукой. Гематома, хотя и частично сошедшая, оставила после себя боль, и смех давался с трудом. «Господа обвиняемые, прошу прекратить разговоры», — вмешался очнувшийся от оформления будущего протокола Королевец. «Обняться можно?» «Руки!» В руках ничего не было. Ни у меня, ни у Некляева. «Обнимайтесь!» И мы обнялись. Я хочу начать стихотворение, которое написал мой друг, не поэт, филолог Александр Федута, сидя в следственной тюрьме белорусского КГБ. После очной ставки с тоже сидевшим в той же тюрьме
поэтом Владимиром Никляевым. От несчастья к счастью, словно бы в отдушину, встретились случайно Кюхельбеккер с Пушкиным. И стоят жандармы, курят сигареты. А что там поэты? Им и дела нету. Это была Наталья Горбаневская. Я бы хотел пригласить Евгения. Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся свято і добросумленно виконувати ускладені на мене високі обов'язки. Газеты в «Американке» были не то чтобы запрещены, а как-то очень странно разрешены. То есть мои сокамерники, до тех пор, пока они у меня были, прессу читать могли. Многие ее даже выписали. По наследству досталось мне несколько старых номеров «Народной воли». Зато когда я попытался уже в одиночке оформить на нее подписку, начальник СИЗО собственноручно вычеркнул ее и нашу Ниву. Зато свободно разрешил получать советскую Белоруссию. Это было уже после выхода в свет известных детективных публикаций, в которых я представал мозговым центром преступного сообщества, создателем крупнейшей шпионской сети в Беларуси и финансовым директором штаба Никляева. Почему-то разрешили и Белгазету. Правда, оба издания приходили ко мне в камеру очень странно. Скажем, Совбелка однажды пришла с вырезанным интервью главы белорусского государства какой-то вашингтонской пресс-леди. Но в какой-то момент Белгазета перестала приходить. И после того, как ее не принесли ко мне в камеру дважды, я злобно написал письмо полковнику Курлову, в котором указал. Первое. Стоимость газеты складывается из стоимости бумаги и полиграфических услуг, интеллектуального продукта и доставки. Второе. Цензуре подлежит только интеллектуальный продукт, а бумагу, полиграфию и доставку я платил в любом случае. Четвертое. Мне обязаны принести все, кроме того, что удалил цензор. В частности, рекламные материалы, шапку, логотип и выходные данные. Точка. В обед в камеру пришел лично полковник Курлов. Георгий Борисович был слегка озадачен, но в руке его были 2 номера газеты. С точки зрения права, вы, Александр Ильич, к сожалению, правы. Простите невольный каламбур. Держите свою газету. Самое смешное было в том, что оба номера были абсолютно целыми. Цензор не вырезал там ничего. В «Американке», где так много света и меньше тепла, чем ожидалось, не одинок я. Со мной Белгазета. Вернее, то, что от газеты осталось. Эстонія на Новы год афіцыйна перайшла на еўра. Першым новую валюту з банкамата ўрачыста зняў прэм'ер-міністр краіны Андрус Ансіп. Эстонія сталася першаю краінаю з прасторы былога Савецкага Саюзу, што ўвайшла ў зону еўра. Еще в 90-х Белла Штейнбук эмигрировала в Израиль, но каждый раз она вновь и вновь спешит в Беларусь на родную сцену. Это как зарядиться энергией. Марафон продлится до середины ноября. Впереди еще более 40 концертов. Это традиционные встречи с высокой музыкой, а также вечера органной музыки, джаз. Условием, единственным возможным условием моего освобождения под подписку о невыезде являлось то, чтобы я подписал бумагу о том, что я становлюсь тайным сотрудником КГБ.
Для того, чтобы рассказать про те все факты пыток, издевательств, давления, которое было в следственном изоляторе, я согласился подписать эту бумагу. Я написал заявление в прокуратуру, написал заявление в Организацию Объединенных Наций, уполномоченному по пыткам. Я хочу сделать все возможное, чтобы эти пытки и издевательства остановились. Далее проект «Столичные подробности». Итоговый выпуск в 22:30 с Олегом Степанюком. Приятного вечера. Оставайтесь на канале. А это я не пропущу, радостно сказал Буренков, протягивая мне письмо. Почему? Тут же нет ничего запрещенного, даже Ежиков и Барбосов на этот раз не рисовал. Александр Ильич, не считайте нас идиотами. Я не считаю вас идиотами, потому что вы считаете, что мы и так идиоты. Нет, я так не считаю. Но почему вы не пропускаете это письмо? Там стихотворение. И что? Другие стихотворения вы пропускали? Те носили сугубо личный характер. А это? А это политическое. Как политическое? Ну, политическое стихотворение. Где вы тут увидели политику? А вы прочитайте. Это же о Михалевиче. Цензор сразу понял. Тут же четко написано. Бегство короля Речи Посполитой Генриха Валуа из Кракова в Париж. Брыжи накрахмалены, плащ на 5 аршин, по письмишку мамину трон оставил сын. Мчатся 10 всадников через 10 стран, мчатся 10 всадников, в сердце 10 ран. Шлет Сенат погоню, но не догнать шалиш. Мчится, мчится конница, впереди Париж. Ну где тут о Круталевиче? А о ком тогда? О Генрихе Валуа. Дался вам этот Генрих. Нас ведь тоже психологии учили. С какой стати вдруг вы о Генрихе Валуа вспомнили? Да мне книжки купили и в камеру принесли. Дюма, королеву Марго с графиней Мансаро. Вот получилась стилизация. Стилизация, говорите? А 10 всадников откуда? Ну, Генрих со свитой, образ красивый. Образ, говорите? Вы нас идиотами считаете. 10 всадников – это 10 кандидатов в президенты. Полный бред. Я вам говорю, что это не о Михалевиче. Не о Михалевиче, а ритм. Откуда взялся? Какой ритм? Нас сводила молодость в сабельный поход. На широкой площади убивали нас. Думаете, мы не догадались? Это вам филолог-кролевец подсказал? А то. Мы и сами в школе учились. Полный бред. В зеленой подводной лодке К-4 заболел Саша Молчанов. Он потом был осужден на 3 года в первой партии якобы разбивавших стекла. Парню было нужно серьезно лечиться, у него был острый вирусный гайморит, и, судя по всему, следовало показать его и хорошему специалисту-урологу. Но вместо этого наш местный американский доктор Менгеле заставлял его при его температуре, колебавшейся от 37 до 39 градусов, вместе со всеми шлепать на мороз, прогуливаться. И когда Саша вернулся в камеру после первой грипповой, по аналогии с групповой, прогулки, кашлял уже не только он, но и анархист Игорь и я. Причем после того, как все трое мы записались на утро к врачу, выяснилось, что все мы и температурим. Как старший по возрасту я начал качать права. Пожилой, похожий на селезня Макдака, доктор ехидно квакнул. Может, вам еще и изолятор нужно приготовить? Не может, а действительно нужно. Потому что грипп налицо. Вы хотите эпидемию? Вы свободны. И меня увели назад в камеру. Доктор ответил нам всем. Игоря и Сашу гоняли с полными сумками по лестнице вверх-вниз.
Со мной такую экзекуцию не проделывали, просто потому что мне уготовили другую профилактическую меру. 14 февраля кормушка открылась, и рослый контролер взглядом указал на меня. Фамилия. Федута. Собирайте вещи. Тебя выпустят, сказал Кирилл. В этот день пришла передача от Марины, но надежда на свободу была столь велика, что в собойку положили чисто символический груз, ну, чтобы можно было пообедать, если выйдет какая-то задержка. Но меня не выпустили. Меня вывели в соседнюю камеру, пустую, вымытую. Стояла чистенькая новая параша. Стены были явно продезинфицированы. Я сел на пустую шконку и стал ждать. Ждал примерно час. После чего услышал, как за дверью привычное бряканье обозначило раздачу обеда. И я понял, что меня, скорее всего, не отпустят. Еще примерно часа через полтора раздался скрежет ключа и пауза. По новым правилам, введенным, так сказать, явочным порядком, оставалось 20 секунд, чтобы экипаж подводной лодки выстроился за тонкой красной линией, заботно проведенной за изголовьями шконок. Вошел полковник Курлов. Он был в форме, хотя обычно явно предпочитал штатские пиджаки. За спиной его маячили контролеры. «Ну как, обжились, Александр Ильич?» «Спасибо, Георгий Борисович, обжился. Считайте, что получили номер люкс. В таком перенаселенном отеле. Спасибо». Полковник оглядел камеру еще раз, кивнул в знак прощания и вышел. Судя по всему, Курлов был уверен, что это ненадолго. И, скорее всего, предполагал, что еще спустя несколько дней мне сменят меру пресечения, так как произошло с Михалевичем. Он сначала сделал громкие заявления, потом, сбежав, оставил следствие в полном недоумении. А что это было? И почему человек, которому, судя по всему, ничто особо страшное уже не грозило, вдруг сорвался и исчез? Хотя, кто их там разберет? Может, что-то и грозило. Не судья их Круталевичу. Пусть даже после его бегства мне пришлось отсидеть еще 50 суток. На этот раз в одиночке. Голова в опущенном положении, лицом вниз. Содержимое кармана на стол. Руку бери. Внутренней агрессии в камере тоже хватало, особенно в одиночке. Потому что если в общей подводной лодке сокамерники как-то отвлекали тебя, наполняя твою жизнь чужими звуками, цветами, запахами, движениями, то в одиночке ты сосредотачиваешься на собственных ощущениях и думаешь. Я долго искал, кого бы мне ненавидеть, больше, чем самого себя. Потому что нужно же кого-то ненавидеть и обвинять во всех своих несчастьях. Верховный главнокомандующий. Я о нем целую книгу написал. 700 страниц текста. Конечно, я в него вжился. Да и потом, кто он такой, чтобы я его ненавидел?
Его превосходительство, но господин генерал снизошел до меня, отговаривая от медикаментозной голодовки, когда я отказывался принимать лекарства. Можно сказать, он забыл о погонах, согласился стать укротителем взбесившегося хомяка. А я ведь со своими немощами, весом, выпученными глазами за стеклами очков, странными, выросшими в тюрьме неухоженными усами, неизбежно должен был напоминать ему хомяка. Ненавидеть латиниста-кролевца и бодрого спортсмена Бурьянкова, собственных следователей, понятно, что не пешки, но ведь и не ферзи на доске верховного главнокомандующего. И потом, своего следователя бессмысленно ненавидеть. Как бессмысленно ненавидеть материю, данную тебе в ощущении. Следователь – это объективная реальность. И нужно работать с ним, нужно бороться, нужно не дать ему обволакивать тебя уговорами. Если, конечно, получается не дать. Я, конечно, ненавидел бы полковника Курлова, но это же то же самое, как если бы я ненавидел дверь или стенку, отделявшие меня от свободы. И неожиданно я сказал сам себе: есть. Эврика. Я вспомнил, что в моей жизни присутствовал, вернее, отсутствовал еще один персонаж. Это был некий подполковник Стукало. Не КГБшник, а мент. Именно он в конце прошлой весны, когда, одурев от сирени и жасмина, юноши признавались в любви девушкам, возбудил уголовное дело, вошедшее в историю демократического движения нашей суверенной Беларуси как погром гопников. И этот человек, которого я никогда в жизни не видел, и, надеюсь, вряд ли когда-нибудь увижу, подписывал многочисленные отказы в изменении меры пресечения, в удовлетворении ходатайств моей адвокатессы и так далее. И я понял, что я его ненавижу. Я ненавидел Стукало утром и вечером, днем и ночью. Я ненавидел его, стоя над парашей и присаживаясь над унизительной дырой в полу. Подполковник Стукало спокойно отходит ко сну. Он спокоен в душе и спокойно выходит из душа. Подполковник Стукало все утро глядел на весну. И теперь настроение ему вряд ли что-то нарушит. Он изъял мой компьютер и запер меня на замок. Мне читать запретил от друзей приходящие письма. Лишь одно не сумел подполковник предвидеть. Не смог, что займет он теперь все мои набежавшие мысли, что когда будет он каждый день отправляться ко сну и с супругой болтать и трепать свою дочку по щечке, буду я вспоминать его. Я, несмотря на весну. Ибо чем бы еще мне заняться в моей одиночке? Birds singing on my shoulder, and harmony it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Я задавал себе вопрос, стоило ли. Не из-за себя, из-за Марины. Мне хотелось извиниться за доставленную ей боль, и я не знал, как это сделать. Я писал сбивчивые, сумбурные письма, то полные идиотского веселья, то самоубийственного пессимизма. Я разговаривал с Мариной из-за стен американки.
И даже начал писать ей стихи. Прости, что в этот день я не с тобою. Но знай, что это небо голубое, и облака, как перья журавля, и влажные капели поцелуя, и ласковые солнечные струи — все это для тебя, любовь моя. Мы пришли для того, как нагадать про то, что у турме КГБ сидят наши люди, кандидаты в президенты, яких незаконно затримали, незаконно утримлювались там. Ось я особисто прийшла підтримати цих людей. Вони мене бачити не можуть і, зрозуміло, це не передадуть. Але це все, що я можу для них зробити на сьогоднішній день. 2 недели, когда допросов не было, дались особенно тяжело. Вот когда я оценил доброжелательность Курлова, советовавшего мне: напишите жене, пусть передаст телевизор. Не нужен мне ваш телевизор. Я с ним еще быстрее с ума сойду. Ваше, конечно, дело. Но поверьте мне, даже если просто музыка играть будет, вам будет легче. Не будет. Позиция была жесткой. Ни одной уступки по режиму. Нет у меня телевизора, и не нужно мне телевизор. Еще бы. В начале, когда нас, политических, кукушатами забрасывали в камеры к мирным коррупционерам и наркоманам, телевизоры там были. В тюрьме Комитета государственной безопасности Беларуси сейчас находятся 5 бывших кандидатов в президенты, их доверенные лица и руководители избирательных штабов. Но чтобы не сообщать никаких сведений о том, что происходит на воле, их изъяли. А потом вернули. Но уже антенна шла не напрямую, а через DVD-проигрыватель. Страна за это время не только преодолела экономический хаос и серию политических кризисов. Во всех сферах жизни произошли позитивные перемены. И это заметно. И когда в 4-й камере неожиданно вернулся голубой экран, выяснилось, что по нему демонстрируются исключительно пропагандистские фильмы. Во всех сферах жизни произошли позитивные перемены. И это заметно. Страну знают за рубежом. Смотреть эту поделку мне было настолько невмоготу, что я все время порывался комментировать. Но сокамерники меня прерывали. Александр, дайте спокойно посмотреть. И я, успокоив приступ истерии, укладывался на шконку и тихо слышал размеренные голоса бывших премьеров. Когда мне приходилось выступать, это очень непросто. Это очень непросто, когда перед тобой стоят рабочие. Но потом что-то переклинило. И сериал ОНТ мы смотрели в общей сложности раз 6 подряд. Позитивные перемены. И это заметно. И если даже по 2-му кругу он еще какой-то интерес вызывал, то на 6-й народ уже интересовали не столько комментарии с экрана, сколько мои комментарии. С этим вынужден считаться. Вот это наша новейшая история, тут ничего не попишешь. Но в одиночке даже безумное курловское телевидение было бы подарком, потому что на 44-й день своего пребывания там я волком выл и орал на Крылевца. Вы это специально придумали, меня в одиночку засунуть, чтобы я с ума сошел? А что, уже есть симптомы? Есть. Хотите, я вам ухо откушу? Этого не надо. Ну, газеты вам туда попадают? Да, в виде кружева. Цензуру никто не отменял. Я представил себе, что я — это не я, а ехидный интеллектуал-людоед из «Молчания ягнят», доктор Аннибал Лектор. На проспекте ли в клетке ли я Аннибал Лектор, профессионал Лектор, не ведающий тоски. Много ли мне надо? Бабочка шелкопряда вряд ли станет наградой. Гораздо вкусней мозги. Не поступит, да? Скажите, пожалуйста, а вот как у вас там с валютой дела? Что можно купить? Вообще ничего?
Перебивка статьи произошла, судя по всему, не столько по вмешательству Всевышнего, это я о Боге, а вы о ком подумали, сколько под воздействием тех тектонических сдвигов, которые начали происходить в белорусской экономике. Но действительно, нельзя ведь одной рукой строчить обращение в международные финансовые организации, а другой ставить судебный спектакль, где главным предметом рассмотрения будет пятая колонна, живущая на западное пособие. Но до 342 статьи, до менее тяжкого преступления, тоже добрести надо. Это же как площадь. К ней свой маршрут прокладывается. В частности, выясняется, какие обменные пункты, валюту не продавали, сколько гамбургеров съедено не было. Последнее меня возмутило искренне. Королевец и Буренков даже удивились. Вам что, на самом деле не все равно, что там с Макдональдсом? Срок от этого больше не будет. Это вам все сроками мерить. Мы тут мирную революцию собирались устроить. А что получилось? Заменили одного премьера другим. Сидорского Мясниковичем. И теперь вот, оказывается, убытки Макдональдсу нанесли. Помешали продаже гамбургеров. Так что ли? А вам не все равно? Нет, мне не все равно. Я лучше снимусь бесплатно в рекламе. Диета американка. КГБ плюс Макдональдс. Эффект гарантирован. Тут уже грохнул истерическим смехом и я сам. А в дверь заглянул какой-то случайно проходивший опер, кажется, подумавший, что к подследственному пора вызывать психиатра. Нечего издеваться над нашим ведомством. Вы насколько у нас похудели? Не знаю, пока не взвешивался. А вы взвесьтесь, еще спасибо скажете, еще к нам сюда проситься будете. Что, на воле думаете, лучше? Думаю, на воле лучше. А я не думаю. Совсем не думаете? Совсем. В прошлое бегу, как на свободу. В прошлое бегу, как от себя. Прыгаю, не раздеваясь, сходу. Брызги в сторону летят, но броду я не нахожу. Тону. Слепя, день и ночь с собой соединяя, свет нещадно льется с высоты. Маму в тишине вспоминаю. Запах, голос, волосы. Родная, вспоминаешь ли меня и ты? О том, что все плохо закончится, я знал еще до 19 декабря. Можно было успеть сбежать. Но я испугался. Испугался того, что другие сочтут меня трусом. И теперь я сидел здесь, в Американке, и думал, как бежать. Бежать я мог только в одно место на земле. В Гродно. В родной город. Город моего детства и моей юности, моей мамы и моей первой любви. Здесь прошли 26 лет из 46 моей сложной и бестолковой жизни. Меня выпустили из Американки в 14-ю годовщину маминой смерти, 8 апреля.
Мама умерла в Минске в ночь на 8 апреля после Благовещения. Валентина Андреевна Трегубович, мудрая и добрая женщина, сказала мне тогда. Бог ее благословил. Она умерла в большой светлый праздник. Тогда, в 1997 году, я ее не понял. Сейчас понимаю, как мне кажется.